Здравствуйте! В эфире программа «Фрагменты нашей истории». В этом выпуске мы поговорим об ингушской литературе в период Великой Отечественной войны. Гость нашей программы – председатель Союза писателей Ингушетии, заведующий отделом ингушской литературы Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева Хаваж Накастоев. Хаваж, здравствуйте! Рада видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Мы знаем, что литература в нашей стране в период Великой Отечественной войны была направлена на поддержку армии, народа, отражала не только трагические события этого времени, но и веру в победу. Конечно, наша национальная литература развивалась в общем русле, но, наверное, были и свои особенности. Начать хотелось бы с того, в каком состоянии была ингушская литература на момент начала войны. Начнем с того, наверное, что вообще профессиональная ингушская литература начала становиться после прихода или после установления на Кавказе советской власти. У нас официальная письменность тоже появилась в начале 20-х годов. И первые произведения ингушских писателей, они были в некотором смысле они этнографичны, описательны. И было очень много вот таких, скажем, недостатков. Кто-то полностью пытался подражать фольклору, кто-то пытался подражать газетному стилю, кто-то пытался подражать тем русским писателям, произведения которых он читал и так далее. Но потихоньку, помаленьку все выпрямлялось, выправлялось, и все входило в русло. И уже когда в Ростове была Олимпиада кавказских народов, наши группы, наши писатели там заняли первое место и переходящее красное знамя. Это было признание уже устоявшейся ингушской литературы. Ко времени начала Великой Отечественной войны ингушская литература уже создавала цельные характеры, уже нашим ингушским писателям было под силу создавать полотна целые, не просто отдельные картинки и так далее. То есть к тому времени, можно сказать, ингушская литература уже вышла на широкую столбовую дорогу, как говорится. Хаваж, кто возглавлял Союз писателей Чечено-Ингушетии на тот момент и наиболее яркие представители ингушской литературы в период Великой Отечественной войны? В 1937 году писательскую организацию Чечено-Ингушская ССР возглавил Яндиев Джамалдин Хамурзаевич, молодой тогда поэт. И он находился на этой должности вплоть до 23 февраля 1944 года. Рядом с ним были такие писатели, как Хамзат Асмиев, Салман Азиев, Ахмед Азиев, Идрис Базоркин и многие-многие другие, Хаджибекар Муталиев. Когда началась Великая Отечественная война, конечно, даже те, кто не считал себя писателем или как-то стеснялся, они все приняли участие в агитации народа на противостояние захватчикам, в деле возбуждения ненависти к захватчикам-завоевателям и в деле агитации советского образа жизни. Возглавили эту работу, конечно, старшие товарищи, и в первую очередь это относится к Джамалдину Яндиеву и Идрису Базоркину. Хаваж, это, можно сказать, общие такие установки, да, которые были даны всем писательским организациям по стране. А были ли какие-то особенности? Может быть, наш Союз писателей что-то свое привнес в эти общие установки? Сверху Союзу писателей ставили задачи, спускались, если можно так сказать, установки, конечно, общие установки для любого военного времени. Конечно, писатели должны быть во главе пропаганды, во главе агитации.
так как в любом случае слово действует сильнее всякого оружия. Это прекрасно понимали, и перед писателями ставились вот соответствующие задачи. Кроме общих задач, конечно, писателям Ингушетии, ингушским писателям приходилось учитывать менталитет, особенности местного менталитета, местных нравов, местных обычаев, адатов и так далее. Вот этой врожденной гордости за свой народ и так далее. Вот чисто ингушским моментом, чисто ингушскому воспитанию, к ингушскому пониманию, что такое честь и что такое позор. И многие современные исследователи сходятся во мнении, что обращение писателей именно к этим, к чувству собственного достоинства ингуша, к его пониманию чести, к его свободолюбивым мотивациям, оно сыграло большую роль, чем все остальное. Я бы хотел еще подчеркнуть, что, говоря о писателях, мы не можем не говорить об интеллигенции, остальной части интеллигенции, о научных работниках, преподавателях и так далее, потому что в то время, и особенно в военное время, огромное число людей писали, и статьи писали, и призывы писали, и обращения писали, и стихи, и так далее. Иногда бывало даже на уровне профессиональных писателей. То есть, как говоря о писателях, мы не должны забывать и об этих людях. Они тоже писали, они тоже участвовали в этом. Огромное число добровольцев было, но их многих оставляли в тылу. Ведь здесь кто-то должен был работать, кто-то же должен был пропагандой заниматься, агитацией заниматься. Хаваш, обычно литература описывает те или иные события по прошествии определенного времени. Это, наверное, дает возможность более точной оценки. Здесь же, как мы знаем, нашим писателям приходилось действовать, что называется, по горячим следам. Вот как они справлялись с этой задачей? Здесь хотелось бы даже процитировать. Известный советский писатель Петр Павленко, который побывал в годы войны, был в Ингушетии, он писал, я процитирую: «Имена Яндиева и Базоркина появлялись по радио, в печати и в устных выступлениях так часто, что казалось, они работали без отдыха. Как не расценивать качество этих произведений, создаваемых почти мгновенно в расчеты на нужды 1, 2, 3 дней? Придется признать, что их влияние было тогда велико. Их роль была чрезвычайно значительна, а качество измерялось в те дни главным образом своевременностью и остротой лозунга, призыва». Вот как вы подчеркнули, самое важное было вовремя и очень быстро реагировать на происходящие события. И вот как вот эта оценка Павленко, она показывает, что председатель Союза писателей Яндиев и его соратник Базоркин Идрис Муртузович, они очень много работали, очень много произведений, особенно Базоркин написал в то время, вот эти военные годы, очень много произведений, посвященных вот этим происходящим событиям. Джамалдин Яндиев, будучи председателем, он должен был корректировать всю работу всего Союза писателей там, и так далее. У него заниматься вот, собственно, творчеством было времени намного меньше. Ну, а Базоркин написал очень много произведений. Хаваш, и как раз-таки говоря о произведениях национальной литературы, написанных в период Великой Отечественной войны, конечно, все мы не сможем перечислить, но вот для себя, которые вы отметили бы, выделили бы. Но это такие произведения, которые, произведения призывы, это были статьи, это были маленькие, такие очерки, можно сказать, и так далее. Эти выезжали на линию фронта, выезжали, более того, особенно после Малгобекской операции, они начали выезжать в освобожденные села, разговаривать, и появлялись очень много вот этих произведений. Это, скажем так, произведения такие, как «Не простим», вот это как звучит как призыв, это «Честь горянки», «Сын гор», или там еще вот «Слово к чечено-ингушской интеллигенции», они не пройдут. Вот такие вот эти
произведения, которые были озаглавлены вот языком лозунга, языком призыва, кратко, лаконично, без вот этих красивостей и так далее, потому что тогда это было важнее. Важен был лозунг, важен был призыв. То есть получается, Хаваш, что вот это время, оно требовало оперативности, и на какие-то большие жанры не было времени. Получается, вот короткие жанры, да, рассказы, очерки вот в основном писали. Но в то же время еще и драматическое искусство тоже, да, Идрис Базоркин писал драматические вещи о рождении ненависти. Вот эта драма была, например, уже в ноябре 1941 года поставлена театром. Также у него было несколько пьес, таких маленьких пьес, которые игрались на выездах агитбригадами. Они выезжали на поля, на заводы, на фабрики и так далее, и там игрались эти. То есть для каждого случая вот, они вот подготавливали различные эти произведения драматические. Это тоже играло свою роль. Но главным действительно был вот этот очерк и так далее. Несколько позже появится уже более обширные произведения, появляются после нашего возвращения, после 1957 года. Но это уже после депортационный период, когда уже прошло определенное время, и уже была возможность такой оценки, да, и время было как раз. Да. И оценка, нужна была правильная оценка тех событий, и правильная оценка участия нашего народа, представителей наших народов вот в этих событиях. И так появляются вот эти... У Хамзата Асмиева есть «Звери», называется, это тоже говорящее название, это произведение. Так появляются потом многие произведения и Базоркина Идриса. И я не назвал среди тех, кто писал это в военное время, я не назвал Магомеда Хашигульгова. Он очень много сделал, писал в то время. В то же время участвовал в военных операциях Гойгов Абдулхамид, но он также и писал в то же время и так далее. И они тоже вот начали осмысливать, писать, те, кто остался жив после депортации, после возвращения из депортации. Они пытались осмыслить и писали вот эти произведения. Хаваш, возвращаясь к драматургии, о совместной работе писателей и театра, вы отметили, что короткие были пьесы, одноактные. Получается, вот в этих условиях военных, да, не было возможности таких масштабных постановок. Ну, более-менее масштабные постановки, они ставились в театр. Вообще-то, я говорил, маленькие пьесы, они для показа на выездах. Выездные. Когда человек, вот, приезжаешь на поле, ну, у работников страда, там много не разгонишься, много времени занимать нельзя. Да. Для них вот эти краткие вот такие пьески писались, драмы, пьесы небольшие. На заводах, на фабриках или на фронт, когда приезжают. А для театров писались, конечно. Но для театров в то время мало кто было. Написать полноценное такое произведение, разве что вот этот Базоркин Идрис писал, но ведь и ставились и не только наших писателей. Наши театры ставили и писателей российских, русских писателей и других народов. Ну, это все легло в копилку победы. Хаваш, Малгобекская оборонительная операция. Кто из наших писателей отразил эту тему в своем творчестве и наиболее такие значимые произведения, описывающие эти события? Во время войны, когда уже начался перелом и началось отступление немцев, большое внимание уделялось писателям Малгобекской оборонительной операции. Оттуда началось отступление, оттуда начался великий перелом в военных действиях. И, разумеется,
вот эта Малгобекская оборонительная операция привлекала пристальное внимание многих наших писателей. Лучше всего, мне кажется, если говорить об ингушском писателе, оно описано у Бокова Ахмеда. Ну, другие тоже писали, но я бы сказал вот так. «Войны и мира», вот Толстовского «Войны и мира», о Малгобекской оборонительной операции еще не написана она. Вот так не написал никто. Я бы вот так сказал, потому что Малгобекская оборонительная операция, она в некотором смысле замалчивалась. Эту тему поднял и полностью исследовал Матиев Тимур, современный историк. Недавно, пару лет назад, он издал книгу об этой. И для огромного числа исследователей, в том числе историков, то, что он написал, было большим открытием. С литературной точки зрения, с художественной точки зрения, героизм защитников Малгобека и вообще вот этих защитников Малгобекской оборонительной линии, они написаны вот многими нашими писателями. Ну вот то, что вы отметили, то, что Ахмед Боков, ваш в своем творчестве описал эту тему, это уже послевоенный, мы знаем, период, да? Да, послевоенный период, конечно, уже начали описывать. Ведь и город-герой, звание города-героя Малгобек получил совсем недавно. Сравнительно недавно. Сравнительно недавно. Уже ясно стало многим, что это была ключевая операция во всем ходе. Оно ничуть не хуже Курской дуги или Сталинградской битвы или других каких-то операций. Ну, мы знаем, Хавар, что значение Малгобекской оборонительной операции, почему оно вот не получило такого должного внимания, отражения. Наш народ был депортирован в феврале 1944 года, как вы уже отметили. И, видимо, вот так вот это все по свежим следам не получилось. Совершенно верно. Но если говорить о творчестве Ахмеда Бокова, который вы уже отметили, Хаваш, это роман «Багровые зори», да? Там больше с позиции такой человеческих судеб вот в этом во всем. Ахмед Боков, да и вообще наши писатели всегда пытались показать характер человека, военного человека, характер ингуша, как он себя ведет в трудных условиях, опасных условиях, как он себя ведет в военных условиях. И поэтому этих писателей больше привлекала вот эта психологическая сторона. Незабываемые характеры, незабываемые полотна. Эти книги до сих пор очень популярны. И среди молодежи тоже очень популярны. Отдельно хотелось бы поговорить о личности Багаудина Зязикова. Как известно, он был непосредственным участником войны, фронтовым корреспондентом, добровольно ушел на фронт, хотя имел бронь, так как работал на ответственной работе в областном комитете партии, но все же добровольно ушел на фронт. Его творчество в этот период. Вот его творчество, оно очень знаменательно хотя бы тем, что Багаудин Зязиков постоянно вел дневник. Он всегда туда записывал и имена, и встречи, и даты, и так далее. То, что он вел дневник, и то, что его произведения, даже послевоенные произведения, они опираются на конкретные даты, конкретные имена, многие произведения, у него очень мало художественного вымысла. У него в основном вот эти очерковый стиль, и действуют настоящие герои. Вот это играло на убедительность его произведений. Когда читаешь произведение Зязикова Багаудина, веришь каждому его слову. Это даже на интуитивном уровне видно, когда человек пишет то, что он очень хорошо знает. Его герои, его характеры, они не надуманные, они не пафосные, они вот у него не кричат за родину, за это. Они просто делают свое дело, они просто воюют. Они видят врага и знают, что враг должен быть уничтожен, врага нельзя пропустить, а дальше уже идеологии и так далее, они это, можно на политзанятиях этим занимаются. Но когда на передовой человек сидит, он думает не о том. Не об этом. Он думает только о том, что
позади него, за его спиной Родина, а это Родина, где его родственники живут, где его близкие живут. Ведь в минуту самой большой опасности человек мысленно обращается к родственникам, к близким людям. Вот это в произведениях Багаудина Зязикова, во всяком случае, мне это было ближе всего, что ли, понятнее всего. Он писал действительно правду. Как говорится, вот потом у нас в советское время, в 80-х годах, даже, по-моему, в 70-х, 80-х годах появилась такая окопная правда войны, окопная литература. А Багаудин Зязиков эту окопную литературу еще в 60-х годах, перед своей смертью, просто нашей литературе очень не повезло, что он очень быстро ушел из жизни. Если бы он остался, мы очень много еще узнали бы, очень много вот таких тонкостей узнали бы о военных временах. Ведь, и, насколько я знаю, его дневники до сих пор не опубликованы, во всяком случае, я их нигде не нашел. Хаваш, в целом, если оценивать творчество наших писателей в период Великой Отечественной войны, что бы вы сказали и какую роль, на ваш взгляд, сыграла национальная литература? Оценивая в общем, я бы подчеркнул первое. За годы войны ингушская литература получила такой мощный толчок, что она шагнула намного дальше. Она, вот особенно в лице тех писателей, которых я называл, она открыла в человеке такие психологические глубины, которых вот довоенная литература ингушская не знала. Вот у многих писателей появились вот такие приемы, когда объясняется мотивация героя. До тех пор особо этому не уделяли внимания. Ну, сделал человек и сделал. А вот почему он сделал, что его подвигло, как он размышлял, что он думал, и почему он выбрал именно этот путь, а не другой, этот поступок, не другой. Вот это. Вот начали наши писатели, мне кажется, обращать внимание на это. В этом и Багаудин Зязиков очень помог. И Базоркин Идрис, вот его эти произведения помогли. Ведь Идрис Базоркин, он не воевал на передовой, но на передовой он выезжал. И не только Базоркин, и многие писатели, делегации выезжали. Вот так постигалась психология военного человека, постигалась психология человека, который поставлен в реально очень тяжелые условия. Вот эта покорность судьбе, вот это, скажем так, доверие судьбе, оно тоже сыграло свою роль. Что бы я сказал вдобавок? Интерес к Великой Отечественной войне, к подвигу народа, к подвигу представителей ингушского народа, конечно, еще не иссяк. Многие современные поэты, писатели пытаются обратиться к этим временам. И, мне кажется, мы еще увидим произведения, в которых будет просвечиваться историческая правда. Хаваш, мы благодарим вас за участие в нашей программе и также благодарим наших зрителей за внимание, за то, что были с нами. Всего вам доброго.